вечер, дорогие друзья, уважаемые гости и телезрители. Я рада приветствовать вас в нашей красивой, светлой студии. Отдельное спасибо нашим юным, талантливым музыкантам: Поповой Лилиане, ученице 4 класса отделения фортепиано, Петровой Милане, ученице 4 класса отделения духовых и ударных инструментов, и Солдатовой Таисии, ученице 4 класса отделения оркестровых струнных инструментов. Все девочки учатся в высшей школе музыки. Браво, девочки! А сегодня мы собрались по прекрасному поводу. Это вручение международной премии «Знанием победишь». Напомним, что это именная стипендия первого президента нашей республики Михаила Николаева, которая традиционно вот уже 22-й раз проводится именно в этот день, 13 ноября, в день рождения Михаила Ефимовича. И сегодня ему исполнилось бы 86 лет. Мы отдаем дань памяти выдающемуся сыну народа Саха и вспоминаем нашего первого президента, его делами, поступками, исполнением его заветов. И стипендия «Знанием победишь» – одна из них. Лауреатов международной стипендии «Знанием победишь» поздравляет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Уважаемые стипендиаты, учителя и организаторы церемонии! Сегодня, 13 ноября 2023 года, мы впервые отмечаем день рождения первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева после его ухода из жизни. Его вклад в развитие Якутии, всех ее отраслей и сфер – экономики, образования, здравоохранения, культуры, духовности – был беспримерным. Жизненный путь Михаила Ефимовича является примером для подражания и образцом беззаветного служения своему народу для будущих поколений. Дорогие стипендиаты, сегодня мы в 22-й раз подводим итоги конкурса на именную стипендию первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева «Знанием победишь». Эта стипендия направлена на поддержку и выявление талантливых детей и оценку деятельности учителей и педагогов, сделавших выдающийся вклад в развитие образования в Якутии. Среди лауреатов именной стипендии мы гордо называем имена научного руководителя Российского химико-технологического университета имени Менделеева, профессора Российской академии наук Александра Мажуга, участника команды разработчиков антиковидной вакцины «Спутник Ви» Данила Пупова, лауреата Государственной премии имени Ларионова, кандидата математических наук Петра Сивцева, педагога и наставника, победителя многочисленных научных инженерных конкурсов школьников Сергея Деминова и многих других. Сегодня обладатели именной стипендии «Знанием победишь» своими компетенциями, глубокими знаниями, лидерскими и организаторскими способностями продолжают прославлять родную страну, внося своим трудом большой вклад в ее социально-экономическое развитие. В современном мире знания и компетенции служат ключевым фактором успеха. В эпоху цифровой трансформации, 4-й промышленной революции и искусственного интеллекта как никогда нужны новые знания, добытые упорным трудом и стремлением к самосовершенствованию. Только знанием, навыками, к постоянному обучению можно победить и решить острые вызовы, стоящие перед современным обществом. В этот знаменательный день позвольте от имени всех якутян искренне выразить слова огромной признательности стипендиатам и заверить в дальнейшем продолжении поддержки школьников, учителей и педагогов, которые своими знаниями, талантом и упорством достигают больших успехов в учебе, педагогической, научной и исследовательской работе. Дорогие друзья, от всей души желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия. Пусть удача и успех непременно сопутствуют вам во всех ваших созидательных начинаниях на благо граждан нашей страны. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Дорогие друзья, я напоминаю, что стипендиатами премии «Знанием победишь» становятся российские и иностранные деятели, внесшие вклад в развитие
образования, культуры и искусства нашей республики. Вот уже 22-й год именная стипендия «Знанием победишь» находит своих героев среди лучших педагогов и учащихся. За это время лауреатами стали 70 педагогов и 54 школьника из 26 муниципальных образований республики, а 5 лет назад премия получила международный статус. Поэтому стипендиатами могут стать не только российские, но и иностранные граждане. Ну как все начиналось? Давайте перенесемся в 2002 год. Именная стипендия «Знанием победишь» учреждена первым президентом Республики Саха-Якутия Михаилом Ефимовичем Николаевым в 2002 году. «Знанием победишь» — это признание педагогического мастерства и новаторства, реальная поддержка одаренных и талантливых детей. Лауреаты премии, победители всероссийских олимпиад и научно-практических конференций, будущий цвет национальной интеллигенции, кому можно доверить будущее нашей республики, и учителя-профессионалы, подвижники культуры, науки и образования, вдохновляющие юные умы и сердца на познание, научные открытия и творчество. Организатором конкурса на вручение именной стипендии является региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Республике Саха-Якутия, Малая академия наук Якутии при поддержке Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия и финансировании целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия в рамках совместного проекта «Сотворение будущего» под программы «Молодежь. Поддержка и развитие» целевой программы «Во имя будущего». Лауреатами именной стипендии являются 70 педагогов и 55 обучающихся. География награжденных обширна. С 2018 года стипендия «Знанием победишь» имеет международный статус с возможностью предоставления стипендий иностранным гражданам. Среди награжденных – школьники и студенты, преподаватели и научные сотрудники школ и университетов России и азиатских стран. Стипендия «Знанием победишь» присуждается по итогам заседания общественной комиссии, состоящей из видных представителей науки, образования, средств массовой информации, деятелей культуры и искусства. А сейчас позвольте рассказать вам о комиссии, об общественной комиссии премии «Знанием победишь». Она состоит из 8 членов, возглавляет ее Афанасий Иванович Ноев, министр культуры и духовного развития нашей республики. Из комиссии сегодня в студии присутствует Винокурова Ульяна Алексеевна, доктор социологических наук, руководитель научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации, Арктический государственный институт искусств и культуры, а также Павлов Нюргун Михайлович, директор Института развития образования и повышения квалификации Республики Саха-Якутия. А сейчас я рада предоставить слово еще одному члену общественной комиссии стипендии «Знанием победишь» Никите Соломонову, члену Российской академии наук, академику, доктору биологических наук. Внимание на экран. Михаил Ефимович вместе с Владимиром Петровичем Ларионовым стояли у истоков движения «Шаг в будущее», которое было начато Высшим техническим училищем имени Баумана, в котором учился Владимир Петрович. Поэтому, естественно, со второй половины 90-х годов мы стали заниматься проблемами привлечения учащихся к научной работе. Михаил Ефимович нашел здесь новый путь. Он во многих случаях находил новые пути. И вот этот путь – премия, которая называется «Знанием победишь». Это особая форма привлечения не только наших учителей, не только наших родителей, не только наших ученых России, и в том числе иностранных, и особенно успешных. И это дело оказалось очень таким перспективным. Благодаря Михаилу Ефимовичу якутская наука выжила тяжелые 90-е годы. И якутская наука заимела огромное количество материальной базы.
Но я обращаюсь к молодым ребятам, и это у нас они не первые, у нас было много, но они сейчас стали, если раньше больше занимались, получали награды за научные результаты, то сейчас у них активная, более активная жизненная позиция. Это очень многого стоит. Я считаю, что вот эта вторая часть, она полезна будет не только им, но и всему движению. И шаг в будущее, и знанием победишь. Вся эта система очень хорошо работает. И это будет замечательной памятью для нашего лидера республики. Не только республики, но и всего, думаю, Северо-Востока и Дальнего Востока Михаила Ефимовича Николаева. Это замечательная память. И мы 13 числа эти награды с удовольствием вручим. И будем надеяться, что нынешние лауреаты еще дальше раздвинут, так сказать, просторы своих интересов не только в науку, но и общественное движение. А сейчас я с удовольствием передаю слово Ульяне Винокуровой, доктору социологических наук, руководителю научно-исследовательского центра «Циркумполярной цивилизации Арктический государственный институт искусств и культуры». Ульяна Алексеевна, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер. Дорогие якутяне, сегодня действительно замечательный день. День рождения нашего первого президента, нашей суверенной республики. Михаил Ефимович Николаев этот день всегда встречал с нами. 22 года мы вместе с ним вручали премию «Знанием победишь». Он очень высоко ценил эту премию. Каждого лауреата, каждого стипендиата он знал, изучал его биографию, напутствовал на большую дорогу. Он очень ценил, любил молодежь, детей и хотел, чтобы перед ними было огромное, счастливое будущее. Сегодня он мне, кстати, приснился вместе со своей помощницей Валентиной Степановной. Видимо, он хотел сегодня быть здесь. Его дух присутствует здесь. За годы его правления наша Якутия, которая занимала в начале 90-х годов только 41 место по уровню человеческого капитала, поднялась на 8-й уровень. И стипендия «Знанием победишь» – это путевка, это заявка, это ожидание, что вы, стипендиаты, поднимите нашу республику на более высокие рубежи. Именно интеллект – это наш главный способ развиваться. Желаю вам всем развития. Спасибо, Ульяна Алексеевна. Сейчас позвольте поприветствовать еще одного члена общественной комиссии стипендии «Знанием победишь» Михаила Федорова. Ну, я думаю, вообще нам очень повезло, что первым президентом у нас был Михаил Ефимович Николаев. Я его знаю, можно сказать, 1971 года, когда я заканчивал Верхнеуильской средней школы физмат-классы. Нашим учителем там работал среди учителей Михаил Андреевич Алексеев, народный учитель СССР. Видимо, он пригласил его. Михаил Ефимович нам вручал аттестаты зрелости тогда вот нашему классу. И нам пожелал, чтобы мы поступили в самые престижные вузы Союза. Создание международной олимпиады Туймада, все эти президентских школ, школ повышенного уровня, потом Ленинский край. Вот все это под руководством
Михаила Ефимовича. Нам очень, когда в министерстве работали, повезло то, что у руля республики был человек, который за горизонт будущее смотрел. Поэтому я благодарю Михаила Ефимовича, что наш руководитель был таким большим человеком. Потом уже такой стипендией, такой наградой, как «Знанием победишь», только выдающиеся, только талантливые, способные, суперспособные награждаются. Но я желаю, конечно, стипендиатам «Знанием победишь» больших самых высот. Именно те вы должны, наверное, знаете, каких высот добились те лауреаты, которые раньше у нас стали лауреатами, да? И я думаю, что вы будете еще лучше добиваться, потому что сейчас и наука, и технология, все идет вперед, и наша страна ставит новые задачи уже. Это тоже и импортозамещение и так далее. И перед нами очень большие задачи, проблемы стоят, чтобы наша страна также развивалась, также процветала и такой же великой оставалась. Организатором конкурса на вручение именной стипендии является региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Республике Саха-Якутия, Малая академия наук Якутии при поддержке Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия и финансировании целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия в рамках совместного проекта «Сотворение будущего» под программы «Молодежь. Поддержка и развитие целевой программы во имя будущего». И сейчас позвольте с удовольствием пригласить к нам сюда генерального директора целевого фонда будущих поколений Владимира Егорова. Владимир Анатольевич, вам слово. Уважаемые участники сегодняшней торжественной церемонии, уважаемые телезрители, целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия был создан Михаилом Ефимовичем ровно 30 лет назад. И сегодня фонд видит свою миссию в направлении формирования духовного, физического, интеллектуального и творческого потенциала детей и молодежи. Поэтому мне сегодня очень приятно здесь находиться и участвовать в торжественной церемонии. И я хотел бы отметить, что Михаил Ефимович был, наверное, не только выдающимся государственным деятелем, но и самым таким главным инноватором нашей республики, создателем Новой Якутии. И сегодня мы отмечаем в том числе День инноватора. Поэтому, поздравляя вас, дорогие лауреаты, мы все знаем, что вы очень творческие личности, и поэтому я хотел бы пожелать вам быть инноваторами в своей жизни и очень творчески относиться к своему любимому делу и внести новое, чтобы наша республика любимая, наша великая Россия развивались именно в инновационном ключе и достойно вошли в экономику знаний. Поздравляю вас всех! Спасибо, Владимир Анатольевич. А я, между тем, спешу напомнить, что в этом году поступило 64 заявки, в том числе от 47 обучающихся и от 17 педагогов из образовательных учреждений Набарского, Верхоянского, Вилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Эмиконского, Татинского, Тампонского, Хангаласского районов города Якутск и также города Пензы. По итогам заседания общественной комиссии в этом году стипендия присуждена 4 педагогам и 3 обучающимся с выдающимися достижениями, которые мы озвучим буквально через несколько мгновений. Давайте наберемся терпения и отвлечемся на музыкальную паузу. Оберпресто исполняет ученица 9 класса отделения оркестровых, духовых и ударных инструментов Высшей школы музыки, лауреат международного конкурса Людмила Акимова, концертмейстер Александра Трофимова.
Огромное спасибо, Александра. Спасибо, Людмила. А я хочу напомнить, что Международная премия «Знанием победишь» – это именная стипендия первого президента нашей республики Михаила Николаева, которая традиционно вот уже 22-й год подряд проводится именно в этот день, 13 ноября, в день рождения Михаила Ефимовича. Сегодня ему исполнилось бы 86 лет. С приветственным словом в следующем видеосюжете председатель общественной комиссии премии «Знанием победишь» Афанасий Иванович Ноев. Добрый вечер, дорогие друзья! Наш первый президент Михаил Ефимович Николаев заложил прекрасную традицию день своего рождения вручать, отмечать и награждать лучших учителей, учащихся нашей республики. И нам очень отрадно, что сегодня эти традиции продолжаются. И я хотел бы поздравить всех стипендиатов, лауреатов первого президента вручением именных стипендий имени Михаила Ефимовича Николаева «Знанием победишь». Для вручения памятных знаков приглашается министр образования и науки Республики Саха-Якутия Нюргуна Соколова. Нюргуна Афанасьевна, вам слово. Спасибо, Ларина. Мы сегодня, в день рождения нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, приветствуем наших и чествуем наших стипендиатов премии «Знанием победишь». Действительно, итоги этого конкурсного отбора – это признание вашего профессионального мастерства и реальная поддержка наших детей, талантливых и одаренных. Итоги этого конкурса – результат труда, старательности, новаторства и инноваций, наверное, да? Поэтому пожелаем нашим стипендиатам дальнейших успехов, достижения новых высот, крепкого здоровья, счастья, мира и добра. Спасибо, Нюргуна Афанасьевна. Итак, по итогам заседания общественной комиссии, которая состоит из видных представителей науки, образования, средств массовой информации, деятелей культуры и искусства, в этом году стипендия присуждена 4 педагогам и 3 обучающимся. Давайте с ними познакомимся. Хаютанова Мария Иустиновна, учитель физики Чурапчинской улусной гимназии имени Макарова. За 27 лет работы в гимназии Марией Иустиновной подготовлено более 240 докладов юных исследователей. Около 90 юных исследователей являются лауреатами и дипломантами республиканских НПК «Шаг в будущее», лауреатами, финалистами и участниками Всероссийской и международной НПК «Шаг в будущее». За высокие достижения учащихся в научно-исследовательской работе Мария Иустиновна 4-жды становилась победителем в номинации «Наставник будущих ученых» Всероссийского конкурса учителей математики и физики фонда «Династия Зиминых». За многолетний плодотворный труд награждена грантом президента России в рамках национального проекта образования Российской Федерации в номинации «Лучший учитель». За многолетний добросовестный труд награждена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», почетным знаком «Учитель учителей Республики Саха-Якутия». В 2010 году присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». И Мария Хаютанова сегодня у нас в студии. Мария Юстиновна, добрый вечер. Прошу на нашу импровизированную сцену. Мы вас поздравляем с получением стипендии. Нюргуна Афанасьевна. Давайте поздравим. Мен бүгін Михаил Ефимович курдук. Бу сақабыт серин самый улахан кейтін. Сақа серин үрдікі ан дойдуға тәбістенге хылжарға тахар бұт. Сақа чатын норотун инникетін туақтабыт төйттәбіт кеге біреметін ылар бұттан кен туттабын, оны астанабын. Спасибо, Мария Юстиновна. Мария Юстиновна. Примите также цветы. Друзья, а мы продолжаем знакомиться с нашими стипендиатами. Неустроева Александра Анатольевна, преподаватель специальных дисциплин Якутского художественного училища, колледжа имени Романова, город Якутск. Художник декоративно-прикладного искусства, отличник образования Республики Саха-Якутия, член творческой группы «Архетип»,
член творческого объединения «Культура Якутии», член Ассоциации ледовых скульпторов республики, старший преподаватель Арктического государственного института культуры и искусств, преподаватель специальных дисциплин Якутского художественного училища имени Романова, преподаватель детской художественной школы имени Ким. Неустроева Александра Анатольевна, член Ассоциации ювелиров Арктики, является куратором многочисленных выставок и проектов, таких как «Лучшие ювелирные изделия Якутии-2022», «Сокровищница Республики Саха-Якутия», «Тотальная инсталляция Өксөкү», Центра культуры и современного искусства имени Гагарина, выставки «Первообразы Алонхо», творческой группы «Архетип», Центра культуры и современного искусства имени Гагарина, город Якутск. И мы приглашаем второго стипендиата премии в нашу студию. Александра Анатольевна, здравствуйте. Мы вас поздравляем с получением премии, именной премии Михаила Ефимовича Николаева. И примите также цветы. Вам слово. Добрый вечер, друзья. Очень волнуюсь. Вот. И на своем якутском народном можно, да? И тетик истинник, вот он манна кальбит жоңу баргытна галделибин лауреаттары, он оттон мақтанык мағарабын, маннак бу долгутулақ пай, онна эпетнестек пай лауреат болар, оны соғытчу жей қойып. Он оттон мақтанабын еберға бар, бирге түрөбіттер бір аймақ бар, онна аймақтар бар, онна биргілелер жоммар, оны үйренәтчілер бар, талағына қоғылар түлелер олыс үшігей. Оннаттан олығын ден мақтанабын биргілелер напарница бар, Людмила Евдокимовна бүйманна студияға бар, бейкенлі нар екенілі бит, бирге сетте әджан, барытын оғылар бұтын етебет, ұлатын арабыт. Оннаттан манда бұл студияға студенттар мәме балылар. Мақталғытта. Спасибо, Александра Анатольевна. Как раз вы говорили про своих студенток. Мы их приглашаем в нашу студию, потому что хотим насладиться вашими работами и работами ваших студентов. Девушки, прошу. Аллахым салыгына арылы кустуга жежелин омдана жерге ерулыга олусуда күндүгүн одеемесегебин Аллахым арылы кустуга. Примите наши поздравления, Александра Анатольевна. А сейчас давайте знакомиться с третьим стипендиатом премии «Знанием победишь». Это Власов Анатолий Иванович. Власов Анатолий Иванович, кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой естественно-математического образования Пензенского института непрерывного образования, город Пенза. Входит в состав тренеров сборной команды Республики Саха-Якутия по подготовке к заключительному этапу в СОЖ. Его воспитанники Новиков Стас и Васильев Артем, призеры заключительного этапа в СОЖ по физике в 2019 году. С 2019 года эксперт и составитель задач Международной олимпиады Туймада имени Алексеева по физике. Автор научных и методических работ, включая физический практикум для одаренных детей, углубленно изучающих физику. Составитель задач республиканского турнира по экспериментальной физике. С 2019 года проводит учебно-тренировочные сборы по физике для обучающихся школ Республики Саха-Якутия совместно с преподавателями физики на базе Малой академии наук. А сейчас я передаю слово Анатолию Ивановичу. Он обращается к нам с видеообращением. Внимание на экран. Добрый день, студия. Уважаемые коллеги, присуждение мне столь престижной стипендии вашего первого президента было для меня
приятной неожиданностью. Большая благодарность комитету за столь высокую оценку моего вклада в дело обучения ваших ребят замечательному предмету физика. Сожалею, что не могу присутствовать на торжестве вручения. И главное, упускаю опять возможность встретиться со своими коллегами из Малой Академии. Но надеюсь на продолжение сотрудничества в области Олимпиады и Туймаада, и осенней Олимпиады экспериментальной. И надеюсь на плодотворное сотрудничество с Республиканским физмат-лицеем, где работает ваш замечательный педагог Виктор Филиппович Потапов. Всего доброго. До встречи. Напомню, что в этом году премия «Знанием победишь» присуждена 4 педагогам и 3 обучающимся. И прошу познакомиться с 4-м педагогом Подвигин Леонид Владимирович. Подвигин Леонид Владимирович. Учитель географии физико-технического лицея имени Ларионова города Якутск. С 2023-2024 учебного года школы номер 1788 города Москвы. Леонид Владимирович – лучший учитель России, обладатель гранта президента России. 2016 года награжден благодарственным письмом Малой Академии наук Республики Саха-Якутия, премией имени Максимова лучшему учителю географии республики. За годы работы в лицее подготовил более 200 победителей и призеров муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по географии и экономике. Леонид Владимирович подготовил более 10 победителей и призеров заключительного этапа в СОЖ по географии. Он активно реализует систему работы по подготовке обучающихся и педагогов к проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, что способствует повышению качества образования. Средний балл по всем предметам ЕГЭ превышает республиканские и российские показатели. 19 учащихся лицея получили 100 баллов по ЕГЭ – русский язык, математика, химия, информатика. Леонид Владимирович сейчас находится в Москве, и за него сегодня премию получит директор физико-технического лицея имени Ларионова Александра Соловьева. Александра Максимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Примите, пожалуйста, нашу премию, и вам слово. Мы от имени педагогов физико-технического лицея имени Владимира Петровича Ларионова я искренне поздравляю нашего Леонида Владимировича с вручением именной стипендии первого президента нашей республики «Знанием победишь». Леонид Владимирович один из авторов той системы работы с детьми, с одаренными детьми, совместно с Малой Академией наук, которая дает яркие результаты в олимпиадном движении, высокие результаты в государственной итоговой аттестации. И мы желаем Леониду Владимировичу новых высот на новом месте работы. Спасибо, Александра Максимовна. А Леонид Владимирович уже передает привет и слова благодарности. Внимание на экран. Привет Якутии и Якутску из пока еще осенней Москвы. Отдельный большой привет моему родному физико-техническому лицею, родителям, коллективу, ученикам. Я хочу поздравить стипендиатов этого года, учеников и их наставников, с тем, что они достигли этой большой вершины. И отрадно отметить, что традиция, заложенная первым президентом республики Михаилом Ефимовичем, действует до сих пор. И я надеюсь, что это будет продолжаться и дальше. И каждый ноябрь мы узнаем имена лучших из лучших в науке, в образовании, в подготовке, в поддержке талантливых детей. Также я хотел бы отметить плодотворную совместную работу учителей, которые готовят к олимпиадам, и Министерства образования Республики, а также сотрудников Малой Академии наук. Мне кажется, что за эти годы нам удалось вместе создать боеспособную, работоспособную команду, которая успешно конкурирует на всероссийской международной арене с самыми сильными, самыми
мощными учениками из ведущих регионов страны. И я, конечно, хотел бы пожелать, чтобы олимпиадное движение в нашем регионе продолжалось, не затухало, и чтобы можно было находить новых учеников, и чтобы учителям было интересно работать с такими детьми, и чтобы Якутия гремела на всю страну своими успехами. Всем здоровья, всем счастья и новых творческих достижений. Как мы уже говорили ранее, что лауреатами международной стипендии «Знанием победишь» становятся не только педагоги, но и учащиеся. И в их список отмеченной стипендии, именной стипендии Михаила Николаева, вошла Йола Бродникова. Бродникова Йола Александровна, ученица 10 класса со Склавской средней общеобразовательной школы Анабарского района. Йола – многократный дипломант республиканского этапа научно-практической конференции имени академика Ларионова, дипломант Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» в городе Москва, победитель федерально-окружного соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Российской Федерации в городе Барнаул, призер Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» в городе Москва, лауреат международного форума «Шаг в будущее» в городе Москва. Йола сейчас у нас в студии. Добрый вечер, Йола. Мы вас приглашаем на нашу импровизированную сцену. Мы поздравляем вас с получением именной стипендии. Примите, пожалуйста, нагрудный знак. И вам слово. Всем спасибо. Меня переполняет чувство сильного волнения, гордости и счастья от такого престижного звания лауреата премии первого президента нашей республики, выдающегося лидера и патриота Михаила Ефимовича Николаева. Вместе с тем прискорбно, что мне не удалось получить это из рук самого Михаила Ефимовича. Но я уверена, что его доброе имя и значительный вклад в процветание родной Якутии не забудутся, а продолжат вдохновлять на высокие результаты еще не одно поколение. Пользуясь моментом, мне бы хотелось выразить свою благодарность тем, кто дал мне возможность роста, за поддержку и сопровождение во всероссийских международных научно-практических конференциях и форумах, в своей школе со Склавской СОЖ Анабарского района, а также Малой академии наук республики. И, конечно же, своей маме Августине Николаевне и бабушке Юлии Маркеловне. Стипендия «Знанием победишь» для меня это еще один стимул для дальнейшего роста и развития во благо родной республики. Еще раз спасибо. Спасибо, Йола, вам. Еще раз примите наши поздравления. А сейчас давайте знакомиться с еще одним стипендиатом именной премии «Знанием победишь». Быков Вадим Дмитриевич, студент первого курса Университета науки и технологий МИСИС, выпускник информационно-технологического лицея номер 24 имени Варшавского города Нерюнгри. Вадим – многократный дипломант Республиканской научной конференции «Конкурс молодых исследователей» имени академика Ларионова, дипломант регионального этапа Всероссийского конкурса выставки научно-технических и социальных предпринимателей «Молодежь, наука, бизнес», дипломант категории А Высшей лиги Республиканского конкурса разработок по геоинформационным системам с международным участием ГИС «Хакатон», дипломант второго международного молодежного фестиваля IT Stars 2021 в городе Алматы, дипломант Международного форума научной молодежи «Шаг в будущее» 2022 в городе Москва, дипломант вторых международных интеллектуальных игр. И мы с удовольствием приглашаем сюда Вадима, второго стипендиата международной стипендии «Знанием победишь». Вадим, добрый вечер. Мы вас поздравляем, примите нагрудный знак. И вам слово. Сегодня очень важный день, день рождения Михаила Ефимовича Николаева. Я очень рад, что именно в этот день я оказался здесь, на своей малой родине. Я хочу выразить огромную благодарность, особую благодарность, прежде всего своим родителям, родственникам, друзьям и наставникам. Их поддержка, которую они мне оказывали и продолжают оказывать, очень важна для меня, и я ее очень ценю. Также я хочу сказать спасибо за предоставленные возможности лицею, в котором я учился,
вуз МИСИС, в который я поступил, Целевому фонду будущих поколений, МАЛ Академии наук, их руководству и всей республике в целом. Знаете, наша республика на самом деле абсолютно уникальна, и основы, которые заложил Михаил Ефимович, позволяют ей развиваться семимильными шагами, и уверен, что дальше будет только больше и лучше. Спасибо. Спасибо, Вадим. Еще раз вас поздравляем. А теперь спешу вас познакомить с третьим стипендиатом премии «Знанием победишь». Внимание на экран. Шахурдина Дарья Васильевна, студентка второго курса кафедры концертных струнных инструментов, скрипка, Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия имени Босикова. В составе ансамбля скрипачей Гран-при Республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии», многократный лауреат всероссийских конкурсов, фестивалей, лауреат международных конкурсов, таких как «Розовая чайка», «Симфония мира», участница проекта юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, прошла по конкурсу в состав оркестра, в котором приняли участие свыше 1000 участников. К сожалению, Дарья не смогла подойти к нам лично в студию. Сейчас она находится на гастролях в Санкт-Петербурге, поэтому стипендию получают в нашей студии ее родители Василий Дмитриевич и Федосия Петровна. Добрый вечер. Прошу на нашу импровизированную сцену. Примите, пожалуйста, нагрудный знак для вашей дочери и ваши слова, конечно же. Добрый вечер, дорогие друзья. Поздравляем наших лауреатов, желаем дальнейших творческих успехов. Хотим выразить огромную благодарность за столь высокую оценку творчества нашей Даши. Особая признательность, благодарность нашей родной школе, Высшей школе музыки и профессору Высшей школы музыки, заслуженной деятель искусств России Ларисе Никитичне Габышевой, которая ведет с малых лет вот нашу доченьку. И надеемся, что наша Даша будет представлять достойно нашу республику в дальнейшем. И пожелаем, конечно, ей больших успехов. Спасибо всем. Спасибо вам. Передавайте наши поздравления и привет Даше. С 2016 года играю в государственном ансамбле скрипачей «Виртуозы Якутии», где часто исполняю сольные партии и объездила с коллективом более 20 стран. Несколько раз я играла с симфоническим оркестром филармонии и симфоническим оркестром оперного театра. Благодарю за оказанное доверие и присуждение мне именной стипендии первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Знанием победишь. Постараюсь оправдать оказанное мне доверие и совершенствоваться в своей профессии. Мы поздравляем еще раз всех стипендиатов, всех лауреатов с присуждением стипендии, международной стипендии «Знанием победишь». На этом наша торжественная церемония вручения международной стипендии «Знанием победишь» завершена. Еще раз примите наши поздравления. Желаем дальнейшей плодотворной работы. На этом с вами мы прощаемся. И на этой прекрасной ноте предлагаю насладиться музыкальным номером. Петр Чайковский. Русский танец из балета «Лебединое озеро». Соло на скрипке исполняет лауреат стипендии «Знанием победишь» Дарья Шахурдина.